наверное, вы знаете, когда-то это был роддом, наверное, кто-то из вас здесь родился. Я. Да. Я нет, но моя сестра и две мои дочери родились здесь. До этого это была земская больница, вот только первый этаж. До революции второй этаж настроили потом. Но когда приезжал Кандинский, этого здания не было вообще. Здесь была земская больница, но деревянная. И я вам должен сказать, единственное, что я могу сказать по поводу этого посещения, это то, что он здесь встретился с доктором Михаилом Ивановичем Туром. Больше, к сожалению, ничего про него, про эту встречу неизвестно. Может быть, он попросил у него переночевать, может быть, он как-то был с ним знаком. Я просто написал в дневнике, что встретился, и все. И если говорить честно, вообще больше мне об этом объекте, о том, что здесь было, рассказывать нечего. И вообще даже должен еще больше сказать. Его Сысой совершенно не заинтересовал, не впечатлил. Он потом в своем дневнике центром Зырянского края обозвал Усть-Кулом. Но сейчас это кажется смешным. Но просто по тем временам подумайте. Зырянский край не был никак географически обозначен. Никакой столицы официальной не было, как сейчас, да? Вот. Ну, какой-то жалкий городишко, там сколько тысяч населения, 1003, наверное, было в то время. Вот. А Усть-Кулом было большое село, там рядом монастырь был Ульяновский, поэтому ему показалось, что... Поэтому он двинулся туда, и поехал он на тарантасе. Тарантас, знаете, такая открытая полоска. Вот. Час дня выехал, прибыл утром, ехал он ночью. Днем он пишет, что было жгуче жарко, ну это понятно. А ночью, будете смеяться, он закрывался в тулуп, одевал тулуп и зимнюю шапку. Настолько вот в то время был перепад температур. И еще его укрывали пледом. Ему вот эти ямщики так понравились, что они такие вот вежливые. Вообще должен вам сказать, что ему очень понравился коми народ. Ну, он их называл не коми, называл зырянами. Он написал в дневнике: «Я положительно влюблен в зырян». Видимо, встречали его очень хорошо, везде гостеприимно, все отвечали. Вот. Хотя, вот, наверное, Ульяновский монастырь его разочаровал. Потому что о нем ничего не написал, где-то одной строчкой написал, упомянул, и все. А, собственно говоря, что чему должен его заинтересовать? Ну, монастырь как монастырь, таких сотни по России. А его интересовало другое. Его интересовало, что было до христианства. Его тянуло к мистике, понимаете, вот к чему-то такому потустороннему. И особенно его интересовал легендарный народ Чуть. Слышали, наверное, да? Ну, вы знаете, что это то ли отдельный народ, то ли часть коми народа, которая не захотела принимать христианство и ушла под землю. Что значит ушла под землю, тоже разные версии. Одни считают, что они себя живьем закопали, другие, что они где-то в землянках укрылись, но как-то они исчезли. Вот. На Коклинской горе, вот в Исымском районе, ходят предания, что люди, часто охотники, встречали призраки вот этой чуди, бродящей по лесу, или слышали стоны вот этой чуди. Но я вам скажу, что это тоже предание, потому что вот нынешние грибники и охотники, они ничего такого не слышали, никого не видели, это все, так сказать, фантазия. И вообще, где этот чудь находилась тоже, его и в Архангельской области, и куда угодно вписывают, и в Вологодскую, и в Коми крае. Поэтому он вполне мог, и поэтому, приехав в Усть-Кулом, всех спрашивал: а что вы знаете про чудь? Что вы знаете про чудь? Про чудь никто ничего не знал, кроме какого-то старика. Вообще, мне кажется, что старик, наверное, немножечко выпил, возможно, потому что, знаете, что сказал? Он сказал, что он знает про чудь, и знает, что чудь поклонялась домашним животным, котам, собакам и кошкам. Вы можете себе представить, у вас живет в доме кот, а вы ему поклоняетесь как божеству. Ну, как-то странно звучит, да? Вот. Сам, кстати, сделал пометку, что больше он такого нигде не слышал. То есть это вполне возможно, что это вот фантазия этого старика. И в то же время он вдруг делает непонятную запись. Он пишет: «Да здравствует Усть-Кулом, Бог чудов найден». Вот кто ему нашел Бога чудова, неизвестно. Вполне, можно предположить так, что, наверное, он встретил какого-то краеведа и какого-то образованного человека, который, наверное, что-то знал, как образованный человек. Может, кто-то из учителей, который там работает, наверное, рассказал ему про Зальни Анил, напоминает ее потом, там, про Бойпеля, бога ветра, там, вот, про тех вот божеств, которыми поклонялись зыряне до христианства. И это его очень заинтересовало, поэтому от Усть-Кулома он был в восторге. Вот.
Из Усть-Кулома он поехал в Керчь, но не на Тарантасе, а на лошади. И потом вернулся также на лошади назад. И эта поездка именно на лошади сыграла тоже очень важную роль. И еще один важный момент, который сыграл важную роль. Ему очень понравились северные избы. Я сейчас зачитаю, потому что он написал в своей книге «Ступени», написал ее в 18 году, когда он уже был известным художником. И он написал такую вещь. «Никогда не изгладится из памяти это большие резные избы с блестящим самоваром в окно». И вот дальше обратите внимание. В этих необыкновенных избах я впервые повстречался тем чудом, которое впоследствии стало одним из элементов моих работ. Так я выучился не глядеть на картину со стороны, а самому вращаться в картине, в ней жить. То есть не внутри избы. Внутри избы можно нарисовать, да? Там самовар возле окна, там еще что-то. Нет, он внутри картины, с которой эта изба. И вот хочу еще обратить внимание. В конце прошлого года у нас была пресс-тур. Министерство культуры организовало по маршруту Кандинского на автобусе для журналистов. И ведущим была Ирина Котелева, это директор Национального музея. Она рассказывала, многое из того, что я сейчас вам говорю, она рассказала, но при этом я сам тоже очень много материала собрал. И вот она показала, начался пресс-тур с музея этнографии. И вот посмотрите, к сожалению, мне сделали маленькую фотографию, вот обратите внимание, вот Ирина Котелева показывает на прялки. Это усть-куломские прялки, и на них узоры. И при этом посмотрите, вот портрет Кандинского на фоне его работ. Таких вот работ много. И видите, какая-то связь прослеживается между прялками. То есть вот внутри картины, может быть, он вот среди этих прялок, да, там же наверняка эти прялки были, да, вот, что-то вот эти картины, они как-то на него произвели впечатление. Человек, он был необычный, то есть, ну, наверное, обыкновенный, даже художник. Но приехав на север, он бы, наверное, восхитился там пейзажем. Кстати, вот болгарские художники, когда приезжали, вот когда у нас была дружба с болгарами, им очень нравился северный пейзаж, потому что у него другой. Может быть, здесь тоже. Но нет, его совсем, он был другой человек, другого склада. Вот. И дальше немножко расскажу, почему именно вот поездка в Керчоме сыграла такую очень важную роль в его творчестве. Еще один, так сказать, довод, но чуть позже. Пока расскажу дальше. В общем, 18 июня прибыл в Усть-Кулом, 19 июня он уехал, 18 июня приехал в Усть-Сольск, 19 уехал в Усть-Кулом, 25 он вернулся, сел на пароход и уплыл. Собственно говоря, на этом поездка закончилась. Она длилась всего неделю. Вот. Дальнейшая судьба такая. Он к этому времени уже находился в академическом отпуске по болезни, хотя вот не знаю, болезнь ему не помешала такую вот все-таки серьезную поездку совершить. Вот. Но он потом восстановился, закончил с отличием в 1993 году, но он не стал юристом. Он поступил в художественную школу, а потом он поехал в Мюнхен и там поступил в Академию художеств и подружился с немецкими экспрессионистами. И вот они с немецкими экспрессионистами, с группой молодых немецких экспрессионистов, не путать с французскими импрессионистами. Импрессия – это впечатление, да, а экспрессионист – слово экспрессия, да, так сказать, какой-то взрыв эмоций. Вот. Это, так сказать, другая совсем сфера. И они создали объединение, которое назвали «Синий всадник». И вот почему «Синий всадник»? Потому что еще до этого, за несколько лет до этого, в 1903 году, он написал картину, которая называется «Синий всадник». Я вам сейчас ее покажу. И вот посмотрите внимательно, к сожалению, действительно очень маленькая. Всадник занимает очень мало места, да? В основном идет пейзаж. И если внимательно посмотреться, пейзаж-то очень похож на северный, на наш. Видимо, где-то это вечер. Вполне возможно, что он вечером ехал. Вот. Он, конечно, писал все это по памяти, потому что никаких эскизов, так сказать, нету. Но вполне возможно, что он, вот это впечатление от поездки в Керчоме и назад на лошади, да? Я не знаю, садился ли он потом на лошадь. Вот, может быть, вообще больше не. Он все-таки городской человек, и лошадь для него нечто чуждое. Это для него была какая-то такая экзотика. И вот эта поездка в Керчоме и назад, она была для него очень экзотичной. И вот отсюда родилась идея, последствия. Вот мозг работал как-то по-своему, идея вот этого синего всадника. И вот Ирина Котелева еще сказала про синий цвет. Для древних коми синий цвет это олицетворял нечто потустороннее, какое-то мистическое, какой-то другой мир.
А сам Кандинский, он очень увлекался всеми этими потусторонними. Его интересовала мистика, его интересовало вот это все потустороннее. Он стремился, он хотел как больше об этом узнать. И поэтому вот его, наверное, поэтому и такое сильное впечатление на него оставила эта поездка, что он, как вот его воображение разыгралось в сферу не того пейзажа, который обычный человек, а совсем другое, какие-то другие миры. Что вот что-то было здесь языческое, что здесь была какая-то чуть когда-то жила, что здесь какие-то посторонние. Говорят, что кулон переводится как какой-то врата ада или еще что-то такое, одна из версий. То есть это тоже его все это вот так заработало его воображение. Ну, дальнейшая судьба вот такова. Он не собирался эмигрировать, он в 2014 году вернулся в Россию, он женился на аристократке Нине Андреевской в 2017 году, которая была, кстати, на 30 лет его моложе. После того, как большевики захватили власть, он тоже не собирался уезжать, его, так сказать, видимо, Луначарский привлек к работе, он был в закупочной комиссии работал, он стал вице-президентом Академии художеств Российской. Он там занимался разбором того, что сохранением ценностей, там, оценки и так далее. И от имени вот этой академии его отправили в 2021 году в Берлин, чтобы он там организовал выставку русских художников. Надо сказать, что, кто знает историю, Германия была одной из первых стран европейских, которая признала советскую власть. И вот это как бы окно в Европу, ее хотели пробить. Вот, посмотрите, мы не варвары большевики, вот у нас какие художники. И вот он поехал для организации этой выставки, но назад он уже не вернулся. И правильно сделал, потому что, ну, можно по судьбе его сподвижника Малевича, такого же абстракциониста, а он в 2010 году Кандинский нарисовал первую абстрактную картину, Малевич, можно сказать, его последователем. И вообще абстрактное искусство родилось в России, начиная с Кандинского, Малевича и других. Вот. И потом он принял немецкое гражданство. В 1933 году к власти пришли нацисты, он перебрался в Париж. И в 1944 году в Париже он умер. Кстати, жил он не бедно и не богато, хотя его жена очень любила роскошные украшения, она аристократка. Он, как только деньги появлялись, он дарил ей какие-то дорогие украшения, он на всем экономил. Вот. В то время он был хоть и знаменитостью, но не настолько, как, скажем, вот Шагал и Пикассо. Вот. В то время вот, в Париже вот, главное на первых ролях были Шагал и Пикассо. И только после смерти Кандинского его приравняли к ним. Он оказался на одном уровне. Поэтому, кстати, надо сказать, что Нина Андреевская, она очень сильно разбогатела после его смерти, потому что все картины, вот, умерла она в 80-м году, после того, ее убили на самом деле, она, в квартиру забрался вор, стукнул, врач выяснил, что она больше умерла от страха. И, кстати, еще в 17 году цыганка предсказала, что ты очень удачно выйдешь замуж, что тебя убьют. И вот так вот и получилось. Но, правда, это может быть и тоже, потому что, например, мне сколько цыганки ничего не предсказывали, не сбывалось ничего. Это вот часто бывает задним числом, там придумают, что, ну, такая, по крайней мере, история была. При этом они не тронули картины Кандинского, а зато все бриллианты, все забрали. Вот, следствие так и не выяснило, кто.